Мы рады сегодня приветствовать эксперта международного семинара «Родной язык в образовательном пространстве в условиях двуязычия. Положительный опыт проблемы» Тайбарей Марину Мартыновну, главного консультанта Комитета по национальной политике и делам коренных малочисленных народов Севера Департамента внутренней политики Ненецкого автономного округа. Марина Мартыновна, вы у нас не в первый раз. Как вы находите наш город? Какие впечатления у вас сложились о нашем городе, о нашей республике? Добрый день. Мы очень благодарны Институту развития образования за приглашение принять участие в столь значимом мероприятии, которое проводится в вашем городе. Впечатления от города положительные. В городе мы на мероприятиях такого плана мы участвуем не впервые. Ранее, когда проводились семинары ежегодные по проблемам развития и сохранения родных языков, учителя нашего округа ежегодно принимали участие в данных мероприятиях. Педагоги наши очень довольны. Они сегодня в ходе первой половины дня работы узнали много интересного. Немножко расскажите о содержании выступления. Вот я знаю, вы приехали с докладом, да, ваша коллега приехала с докладом. На семинар у нас приехали преподаватели ненецкого языка и ненецкой литературы из сельских населенных пунктов. Это у нас, значит, национальный поселок Каратайка, национальный поселок Красное и национальный поселок Нельминос. Также в составе нашей делегации учитель ненецкого языка Ненецкой средней школы имени Пырка города Нарьян-Бара и начальник отдела методического сопровождения Ненецкого регионального центра развития образования. С выступлением у нас будет выступать Талеева Светлана Михайловна, учитель ненецкого языка основной школы поселка Каратайка. Почему мы выбрали ее выступление? Потому что Светлана Михайловна у нас работает в национальной школе, где обучаются дети оленеводов семейно-родовой общины Ямто, не говорящие на момент прихода в школу на русском языке. Дети, приходя в школу, говорят только на ненецком языке. И поэтому Светлана Михайловна в своей деятельности руководствуется принципами приобщения детишек к русскому языку, социализации этих детей. И в своем выступлении она расскажет о проблемах, которые у нее возникают при обучении детишек русскому языку, детей, говорящих на ненецком языке. 2019 год юбилейный для нашего института, нам исполнилось 80 лет. Пару добрых слов и пожеланий от вас. Так, хочется пожелать институту дальнейших успехов и надеемся на сотрудничество с вашим Центром развития образования в вопросах сохранения, развития родных языков, не только, скажем, там в субъектах Российской Федерации, но и в целом в сохранении языков в Российской Федерации, вот так вот скажем. Спасибо вам большое, мы очень рады, что смогли с вами побеседовать. Желаем вам успехов, новых планов и ждем вас еще в гости. Спасибо.